Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В соцсетях распространяют информацию, что с 1 октября пенсионеры, достигшие 80 лет, начнут получать пенсию в двойном размере. В сообщениях говорится, что прибавку следует ожидать на следующий месяц после того, когда был день рождения, причем она должна произойти автоматически. Также пенсии повысят гражданам, имеющим 15 или 20 лет трудового стажа в районах Крайнего Севера или на территориях, приравненных таковым. Правда ли это? Узнаем у гостя в студии. Сегодня с нами Георгий Степанов, управляющий отделением Пенсионного фонда России по Якутии. Георгий Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Во-первых, начнем вот с вашего вводного текста, да, про 1 октября. К сожалению, вот особенно в предвыборное время многие средства массовой информации делают такие, ну я скажу, фейковые вбросы, где есть и правда, где есть и неправда. Все, что касается повышения пенсионерам по 80-летним, да, по наличию стажа, при оставлении работы, это все правда. Но вот привязка к дате 1 октября – это абсолютная неправда. Поэтому сегодня у нас очень много обращений пенсионеров. Колл-центр перегружен, достаточно много обращений в клиентские службы. Это в период, скажем так, ограничений по пандемии. Поэтому я бы призвал якутян верить только официальным источникам информации. Все получают, и когда наступает 80 лет пенсионеру, и когда человек оставляет работу, всем делается перерасчет. Но это никак не привязано к 1 октября. Вот вы сказали про повышение пенсий северянам. Те, кто имеют 15 лет работы в РКС, плюс 20 лет страхового стажа женщины и 25 лет страхового стажа мужчины, они все имеют право на повышение своего размера фиксированной выплаты. Для этого заявление писать не надо. Мы эти дела пересматриваем размер автоматически. Единственное исключение здесь оставляют лица, которые досрочно вышли на пенсию. Вот, допустим, бортпроводница, она вышла на пенсию в 40 лет. При наступлении общеустановленного возраста и при достижении вот этих параметров, о которых я говорил, да, она имеет право обратиться за повышением. Вот это надо делать заявительно. Но в основной массе пенсионеры, которые выходят на пенсию, им уже при назначении пенсии, это доплата по 312 федеральному закону, она устанавливается уже в момент назначения пенсии. А как вообще рассчитывается северный стаж, если, к примеру, произошел перерыв в работе? Как быть в таком случае? Северный стаж, льготный стаж, да, он подсчитывается только в календарных днях, это норма закона. Требуется для досрочного установления пенсии, как я уже сказал, 15 лет РКС. Если человек в этот период выезжал куда-то, допустим, в южные регионы страны, естественно, стаж этот не будет засчитан. Но когда он вернется и продолжит свою работу в районах Крайнего Севера, этот стаж будет засчитан. Единственное, вот вступят в силу новые нормы, буквально этим летом утвержденные правительством Российской Федерации, в соответствии с которым в подсчет, вот в календарный подсчет северного стажа будут включены и периоды повышения квалификации, которые были необходимы для, допустим, подтверждения той же своей профессиональной деятельности. При переезде в другой регион теряет ли гражданин северную пенсию? Северную пенсию, вот в прямом смысле слова, пенсию он не теряет, потому что, когда определяем страховую часть пенсии, сюда включается весь заработок, с которого были уплачены страховые взносы, а в заработок у нас включается и районный коэффициент. Это первое. Второе. Возникают вопросы по фиксированной выплате. К фиксированной выплате, ну это будем говорить, это наша бывшая базовая часть пенсии, применяется районный коэффициент в период проживания гражданина в районах Крайнего Севера. То есть пока человек проживает в Якутии, он получает районный коэффициент от 1,4, допустим, у нас в Якутске, до 2 в Нижнеколымском и в Устьянском районах. Но когда человек переезжает, он вывозит с собой максимум
опять-таки при условии, что если он отработал 15 лет в районах Крайнего Севера и имеют страховой стаж 20-25 лет, соответственно, женщины, мужчины, то до 50% человек имеет право вывозить. Поэтому, если вот выезжает, допустим, пенсионер из города Якутска, он вывезет всю свою пенсию. Если человек выедет, допустим, с города Мирный, где установлен коэффициент 1,7, он, конечно, немножко потеряет, потому что законодательно ограниченный верхний предел вывозимого районного коэффициента у нас составляет, если человек выезжает из районов Крайнего Севера, 1,5%. Ну, 1,5%, 50%. Могут ли рассчитывать на повышение пенсии те, кто отработал в качестве предпринимателя? Конечно, могут, безусловно, потому что предприниматели – это самозанятые лица, это те же лица, которые осуществляют трудовую деятельность, и в период своей работы, в период своей регистрации в качестве индивидуального предпринимателя они застрахованы в системе обязательного пенсионного страхования. Но здесь одно условие – если вот самозанятый, вернее, наемный работник, у него стаж подтверждается записью в трудовой книжке, то для индивидуального предпринимателя периоды работы подтверждаются периодом регистрации. Но дополнительно индивидуальный предприниматель, в принципе, так же, как и наемный работник, должен уплачивать страховые взносы. Единственная разница в том, что за наемного работника уплачивает его работодатель, а индивидуальный предприниматель оплачивает сам за себя, поэтому их и называют самозанятыми лицами. Но бывают и другие моменты, что у индивидуального предпринимателя есть наемные работники. Да? Допустим, у индивидуального предпринимателя, который держит там магазин или киоск, наемный продавец – работник. Значит, за этого наемного работника индивидуальный предприниматель тоже должен уплачивать страховые взносы. Поэтому индивидуальные предприниматели, они несут двойную ответственность за себя, как за самозанятую категорию, и за своих наемных работников. И, безусловно, все эти периоды, в течение которых они были зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, были полностью уплачены страховые взносы, они засчитываются в страховой стаж. И индивидуальные предприниматели, так же, как и все работающие граждане, имеют право получать прибавку к своей пенсии с 1 августа каждого года, значит, за счет уплаченных в предыдущем году страховых взносов. Георгий Михайлович, как изменится с 1 октября пенсия военнослужащих? Тоже интересная тема. Пенсии военнослужащих у нас администрируется силовыми ведомствами самими, поэтому в зависимости от того, откуда вышел пенсионер, все эти вопросы надо адресовать в соответствующее ведомство. У нас каждое министерство, допустим, внутренних дел, Управление Федеральной службы безопасности, военные комиссариаты, они имеют в своем составе пенсионное дело, и все вопросы, связанные с пенсионным обеспечением военнослужащих, решаются этими ведомствами. Останутся ли традиционные индексации пенсий с 1 января, с 1 апреля и с 1 августа? На какой процент происходит индексация пенсий вообще? Конечно, индексация пенсий, она всегда будет. Во-первых, мы знаем, что мы по Конституции социальное государство, государство несет ответственность перед своими пенсионерами. В ходе прошедшего референдума, значит, была поддержана идея большинством россиян, что ежегодную индексацию страховых пенсий необходимо закрепить в Конституции, и оно у нас было сделано. И также в наступающем, вернее, в грядущем 2022 году мы проведем все индексации. В соответствии с законом у нас индекс роста страховых пенсий уже определен. Он будет осуществлен не с 1 января, а с 1 февраля 2022 года и составит 5,9%. Социальные пенсии будут проиндексированы в соответствии с законом тоже с 1 апреля 2022 года, и индекс составит 7,7%.
Социальные пенсии у нас индексируются в зависимости от роста уровня прожиточного минимума пенсионера. И в соответствии вот с предварительными данными индекс составит 7,7%. Единственное, я хочу здесь оговориться, что окончательный индекс будет утверждаться постановлением правительства Российской Федерации. Ну и как мы уже с вами говорили, с 1 августа мы делаем индексацию всех пенсий работающих пенсионеров, страховых пенсий, по итогам уплаты страховых взносов за предыдущий год. То есть все работающие пенсионеры с 1 августа 2022 года получат увеличенную прибавку к пенсии по итогам работы в уходящем 2021 году. Георгий Михайлович, расскажите о сельских надбавках. Кому они полагаются? С прошлого года мы начали работу по увеличению фиксированной выплаты, так называемая сельская надбавка. На 25% увеличивается размер фиксированной выплаты тем лицам, которые отработали не менее 30 лет в отрасли сельское хозяйство, являются на данный момент неработающими и, проживают в сельской местности. Более 3500 якутян уже получают эту надбавку. Здесь необходимо сказать, что с 2022 года тоже будут внесены изменения в законодательстве. И по многочисленным обращениям пенсионеров, граждан, общественных организаций из закона убрали привязку именно непосредственно проживанию к сельской местности. То есть с 2022 года тот пенсионер, который отработал в сельском хозяйстве, как я уже сказал, не менее 30 лет, является неработающим, будет получать эту прибавку к фиксированной выплате, уже независимо от того, проживает он в городе, в городской местности или в сельской. У нас, к сожалению, в прошлые периоды были отказы именно из-за того, что человек проживает в городской местности, допустим, в городе Среднеколымске. Пенсионер всю жизнь отработал в совхозе, остался жить в городе Среднеколымске, но так как Среднеколымск у нас является городом, то ему эту прибавку, в этой прибавке мы ему отказали. Но если говорить в целом, какие категории граждан могут рассчитывать на повышенную пенсию? Повышается в первую очередь размер фиксированной выплаты. Допустим, это в первую очередь, конечно, 80-летние. Лица, достигшие возраста 80 лет, получают двойную прибавку к фиксированному размеру пенсии, который у нас составляет более 6 тысяч. Пенсия увеличится на эту же сумму, более 6 тысяч. Конечно, на прибавку размера фиксированной выплаты мы делаем инвалидам первой группы. Прибавку к размеру фиксированной выплаты также получают пенсионеры, у которых несовершеннолетние дети. На каждого ребенка, тоже если мы говорим о пенсии в городе Якутске с районным коэффициентом 1,4, порядка 2–2,5 тысяч прибавки на каждого ребенка, но максимум до 3 детей. То есть такие прибавки, они у нас есть, они всегда были в пенсионном законодательстве современной России, и все они осуществляются с даты наступления этого права. 80 лет исполнилось пенсионеру, ему увеличили фиксированную выплату. Пенсионеру назначили пенсию, у него 3 малолетних детей, установили повышенный размер фиксированной выплаты. Пенсионер оставил свою работу, стал уже неработающим. Со следующего месяца мы ему уже увеличиваем размер пенсии на все пропущенные индексации. Но еще раз повторяю, никакого отношения к дате 1 октября эти повышения, они не имеют отношения. Георгий Михайлович, спасибо, что нашли время, пришли к нам. Желаем вам дальнейших успехов в работе. Спасибо. Вам тоже. А я напомню о пенсии, о повышенной пенсии. Мы говорили с управляющим отделением Пенсионного фонда России по Якутии Георгием Степановым. Это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами.